В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Более 80 новых случаев COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки. Больше всего заболевших в Якутске. В регионе приняли дополнительные меры для безопасности детей. Борьба с лесными пожарами продолжается в Якутии. 9 очагов потушили в регионе за минувшие сутки. Якутия в десятке регионов России по уровню благосостояния семей. Как составляли рейтинг и кто в тройке лидеров. – 85 новых случаев COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки. По-прежнему больше всего заболевших в Якутске. 71 новый случай за минувший день. 4 в Усть-Алданском районе, 3 в Хангаласском, по 2 случая в Верхневилюйском и Горном районах, по одному в Вилюйском, Нюрбинском и Мирнинском районах. Контакты заболевших выявлены и изолированы. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 3122 случая коронавируса. Это говорит о том, что болезнь по республике, как мы видим, еще раз говорю, продолжает распространяться. В Якутске после минимума 54 человека, который был зафиксирован перед праздниками 11 июня, у нас за эти дни произошел рост до 71. Это меня очень тревожит. Необходимо продолжать соблюдать масочный режим, в том числе в общественном транспорте, в объектах торговли, в общественных местах. Расслабляться причин никаких сегодня нету, в особенности, еще раз говорю, по городу Якутску и по нашим крупным промышленным районам. Для того, чтобы максимально обезопасить детей, которые на летние каникулы могут перемещаться из центра республики в районы, глава республики подписал указ о дополнительных мерах. К слову, среди заболевших в Якутии коронавирусной инфекцией 23% – это дети. Сейчас предписано родителям, родственникам в случае прибытия детей из города в районы в обязательном порядке уведомлять местную администрацию о прибытии детей для установления двухнедельного медицинского наблюдения. Для того, чтобы принимались соответствующие правилам ряд профилактических мер, наблюдения за детьми, чтобы, во-первых, дети были обезопасены, чтобы за их здоровьем шел постоянный контроль. Ну и если какие-то есть признаки ОРВИ и так далее, чтобы немедленно были приняты соответствующие меры. Еще раз говорю, это очень важно, потому что, во-первых, дети сами могут заболеть, а во-вторых, через детей, в особенности болеющих в бессимптомной форме, эта болезнь переносится. И вот в ряде районов именно как раз через детей эта болезнь у нас и появилась. Вместе с тем, с сегодняшнего дня в Якутии возобновляют работу парикмахерские салоны красоты, массажные кабинеты и спа-центры. Это первый этап послабления ограничений. Все эти объекты будут работать по предварительной записи при соблюдении всех санитарных мер. Откроются и магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах. У них обязательно должен быть отдельный вход. Посетители по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию в торговом зале не менее 4 квадратных метров на одного покупателя. К другим темам. 9 лесных пожаров потушили в Якутии за минувшие сутки. Новых очагов возгорания нет. Сейчас по оперативным данным авиалесоохраны на территории региона действует 12 природных пожаров. Площадь активного горения составляет 76 гектаров. Группировка авиации МЧС России находится в режиме повышенной готовности, чтобы не допустить угрозы населенным пунктам. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 125 природных пожаров. Российская академия наук и природный парк Ленские столбы подписали соглашение о научном сотрудничестве. Взаимодействие будет происходить в сфере научно-технической и исследовательской деятельности. На базе парка также будут разрабатываться научные методы охраны природы. Это единственный объект в республике, который заключил подобное соглашение с Академией наук на сегодняшний день. Сейчас природный парк Ленские столбы закрыт в связи с пандемией. Выход из карантина будет согласно указу главы для культурных объектов республики. Юные исследователи Ленского района выпустят энциклопедию «Храмы при Лени». Ребята собирали сведения обо всех храмах, которые стояли или стоят на реке Лени, начиная с села Бирюльки Иркутской области и заканчивая самым северным поселком Тикси. Продолжатся ли экспедиции в этом году и куда будет построен маршрут, смотрите в следующем сюжете.
Татьяна Александровна трудится над созданием энциклопедии «Храмы Приления». В ней соберут открытия юных краеведов за последние 4 года. Главная цель – сохранить память объектов православной культуры. Материала достаточно много, я бы сказала, очень много, потому что собраны не только воспоминания тех людей, с которыми мы встречались, непосредственно проезжая от начала Лены до ее впадения в море Лаптевых, изучали не только краеведческий материал и слушали и записывали воспоминания сельчан, но и старались выйти на энциклопедические какие-то издания. Православные экспедиции существуют с 2011 года. За все время исследователи поучаствовали в 9. В июле прошлого года ребята вернулись из своей последней поездки, завершив исследовательский проект. Но, как обещает настоятель храма, это не последнее путешествие. Уже через пару месяцев они вновь отправятся на поиски. В этом году будем покрывать пробелы, которые у нас были по Ленскому району, по югу Алюпинскому, потому что когда плыли экспедиции, у нас не полная информация была населенных пунктов. Где-то были храмы, но мы об этом не знали. Поэтому в этом году будем подробно исследовать Витим Пеледуй, Крестовую половинку, ну и так вплоть до Чапаева, Ожидая и Мачи. За эти годы участники проекта «Возрождение» восстановили истории селений Большие и Малые Коньки, Терешкина, Русская Жерба, прибрежные города и села Киринского и Усть-Кутского районов Иркутской области, Алекминского и Хангаласского районов Якутии. По итогам каждой экспедиции издали краеведческие журналы «Возрождение». А выпуск большой энциклопедии с подробным описанием всех открытий планируют выпустить в 2021 году. Марина Крутехина, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». Около 5000 подростков будут трудоустроены в летний период в Якутии. В Госкомзанятости надеются, что в июле режим самоизоляции закончится и удастся обеспечить детей работой в июле-августе. Уровень зарплаты составит примерно 6000 рублей. Желающим подзаработать этим летом необходимо следить за информацией на официальном сайте Госкомитета. Якутия вошла в десятку регионов России по уровню благосостояния семей. Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона заработной платой после минимальных расходов на основании данных Росстата. В Якутии максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с 2 детьми после минимальных расходов составил 43 571 рубль в месяц. С одним ребенком 57 779 рублей. В первую тройку рейтинга вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Москва. Театр эстрады Якутии объявляет о старте проекта «Тумэр Асохай». Он объединит всех запевал Асохая на сервисе Zoom на национальном празднике эссе, который в этом году пройдет дистанционно из-за коронавируса. Театр призывает каждый район предоставить своего запевалу. Все вопросы можно задать по номеру телефона, который вы сейчас видите на своих экранах. Виталина, я вчера тебя... Кондитеры из Якутска создали торты, частью которых стали съедобные скульптуры лидеров российского государства 20 и 21 веков. Таким образом, мастера хотели поздравить граждан страны с Днем России. О сладких трендах современности Полина Долинская. Необычную экспозицию представила ко Дню России одна из пекарен Якутска. Кондитерская выставка носит название «Лидеры и вожди России». В виде тортов авторы изобразили бюсты руководителей новой России, советского и царского времени. Наша кондитерская пекарня «Сладкие мечты» работает уже более 10 лет. Ежегодно мы стараемся удивлять наших горожан на всех общегородских праздниках. И, конечно же, в этот большой праздник, праздновать Дня России, пришла у меня такая идея – создать выставку наших лидеров, вождей России. Ведь Россия – огромная страна со своей большой историей. И я хочу, чтобы наши жители страны помнили свою историю. Кроме того, что кондитерскими главами России можно полюбоваться, любителям сладкого представилась возможность в прямом смысле попробовать на вкус лидеров и вождей государства. О, красотища какая. А? Сидим дружно, товарищи стали. Давай, Семен. Ну что, не хотите кушать, товарищи стали? Давай сюда.
Несмотря на креативный подход и популярность в соцсетях, далеко не всем понравилось такое творчество. В своих комментариях многие интернет-пользователи написали, что не решились бы оценивать такое искусство. Очень даже опасно такое творчество. Такие торты с головами людей – это вообще нормально? Как-то страшновато, не смогла бы. Головы сделаны в натуральную величину и полностью съедобны. Примечательно, что у каждого торта свой индивидуальный вкус, а также своя цена. Эта выставка вызвала большую популярность у наших покупателей. Многие пишут разные отзывы, как и положительные, так же и отрицательные. Но в любом случае интерес есть. Как говорят сами кондитеры, заказов меньше не стало. Напротив, стали заказывать торты в виде разных известных людей, артистов, а также международных политиков. Полина Долинская, Николай Коровин, Якутск. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.